По существующим археологическим источникам, а также по иностранным и грузинским письменным и другим источникам, Абхазия была одной из историко-географических провинций Грузии с совершенно четкими, определенными границами. Сначала это было эриставство. Пришлыми являются абсуйцы. Абсуйцы, а не абхазы. Но что случилось? Сейчас мы знаем, что абсуйцы проживали на Северном Кавказе. Мы имеем европейские карты XV, XVI, XVII веков, где обозначено и место их расселения в среднем течении реки Кубань. Там прямо написано Апсуа, и там же указан их укрепленный пункт Аква, имя, которое они впоследствии дали городу Сухуми. Так что с древних времен Абхаз был грузином. Среди соседних стран всегда были двусторонние переходы туда-сюда. Наверное, и раньше тоже были неважные такие перемещения, но к этому не придавали особое значение. Когда уже по определенным историческим обстоятельствам большая их масса пришла и осела на территории Абхазского княжества, тогдашние грузины назвали их абхазами. Они сами себе не называют абхазами. Очень заметно, что вот у них сегодня есть так называемое независимое государство. Это государство называется Апсны. По другим сведениям я не знаю, что там сегодня происходит, но я своими глазами увидела баннеры по телевизору, где написано Апсны. Они называют себя Апсуа. Вот к этому мы должны придавать особое значение. С каких пор происходит их переселение? Дело в том, что до XVI-XVII веков они не видны здесь. К концу XV века и в начале XVI века Сакартвела единое грузинское государство распалось на царства Картли, Кахетия и Имеретия. Тогда наша страна оказалась в очень сложном положении. С юго-востока Грузия стала граничить с Ираном, имеющим магометанской веры шиитского толка, а с юго-запада – с турецким государством, имеющим магометанской веры суннитского толка. На протяжении XVI-XVIII веков происходили постоянные военные операции между этими двумя государствами. Заключая мир, оба государства готовились к битве. Один из них начинал войну, и снова они сражались. Главным ареалом их сражения был и Южный Кавказ, и Северный Кавказ, но особенно Грузия. В первую очередь они оба старались утвердить свою политическую власть, собственно по картвельским, грузинским странам. С этих времен создалось очень сложное положение. На равнине Грузии очень сократилось население по причине этих постоянных военных операций. XVI век – это уже то время, когда на Кавказском поприще приходит Россия. Русские начали притеснять людей, проживающих в равнинных районах Северного Кавказа. Они переходят на южные склоны Кавказского хребта. Того занимают другие северокавказские племена. Переходя южные склоны Кавказского хребта, они в конце приходят, спускаются на равнину. Вот с этой времени уже начинается их компактное расселение. Интересно то, что, может быть, в письменных источниках не имеется прямое указание на это, но в их преданиях есть сведения о том, как они пришли в Абхазию с Северного Кавказа. Их предания ранее были изданы самими абхазскими историками, которые потом поменяли ориентацию и постарались писать по-другому. Их предания четко, явно показывают, что они изначально идут из Абиссинии и поселяются сперва в Армении, а затем они переходят на Северный Кавказ и так далее. В преданиях точно представлено и показано, как их путь с Северного Кавказа доходит до Абхазии.
На пути скончался глава одного из их племени. Где его похоронили? Как его похоронили? И потом, как они зашли сюда. Интересно абхазское стихотворение. Аирк, ты господствуешь в горах, и лишь для грабежа спускаешься на берегу моря. Он был тамошний, проживал в горах. На это указывает это стихотворение и также предания, которые были изданы самими абхазскими историками. Так что спор о том, что до XVII века существовало их компактное поселение в Грузии, бессмысленно. В классических источниках, в греческих и латинских источниках на побережье Черного моря упомянуты апсилы и абазги. Некоторые считают, что эти апсилы и абазги являются предками апсуйцев, а некоторые признают их картвальскими племенами. Дело в том, что даже если они предки апсуйцев, то они все равно в протяжении всей своей жизни проживали в грузинском историческо-культурном мире и, конечно, находились под влиянием развитого грузинского государства. В VIII-IX веках был первый этап объединения Грузии, когда в Грузии создались определенные социально-экономические и политические условия для образования отдельных грузинских царств и княжеств. Западная Грузия находилась под влиянием Византии, а Восточная Грузия под влиянием арабского халифата. Тут сперва образовалось Кахетинское княжество, глава которого носил свой титул. А потом наш источник рассказывает, что когда ослабели греки, отложился от них Эристав Абхазов по имени Леон и принял на себя имя царя Абхазов. Это происходит тогда, когда Византийская империя ослабла. В это время там идет битва между иконоборцами и иконопоклонниками. Царь Абхазов – это первый такой титул, который получил Эристав Абхазов Леон. Уже потом Леон объединил оба западно-грузинские административно-политические объединения – Абхазию и Эгриси. И он назывался царем Абхазов, то есть царем уже всей Западной Грузии. Этот царь Абхазов был царем Западной Грузии. Он по своей вере, христианством, языком, культурой, бытием был грузином. Существуют разногласия во мнениях, кем были цари абхазов этнически. Мы не имеем прямое указание на это. Я-то уверена, что они были грузинами, и по-этнически, но даже если они не были этническими грузинами, допустим, что они не были. Главное не это, а их национальное самосознание. Они по своему национальному самосознанию были грузинами. Этот Леон выбрал Кутаиси в качестве столицы своего государства, а не Анакопию, которая была столицей абхазского эриставства. В Западной Грузии у нас есть грузинские надписи и очень богатая грузинская эпиграфика. По эпиграфическим, а также по нарративным источникам видно, что здесь грузинский язык был языком государственного управления и церковного богослужения. Цари абхазов были грузинами по национальному самосознанию. Кто они этнически? Это мы не знаем. Я думаю, что они те же самые грузины, но главное, что они по национальному самосознанию грузины. Абхазы в Сухуми на костре сожгли книги, а в Тбилиси грузинские историки были вызваны в Центральном комитете Коммунистической партии Грузии. В
начале апреля 1967 года в Сухуми вспыхнули волнения. Отдельные группы абхазов, численностью до 400 человек, осадили здание Абхазского областного комитета Коммунистической партии Грузии. Они протестовали против издания третьего тома сборника сочинений «Вопросы истории Грузии» грузинского историка, академика Николая Бердзинишвили. В издании была опубликована статья, ставшая неприемлемой для определенных групп населения Абхазии, увидевших в ней попытку отрицания этнической идентичности абхазского народа. В это же время в Центральном комитете Компартии Грузии были направлены требования, в которых сепаратистски настроенные абхазы требовали переименовать некоторые абхазские топонимы в Абхазии, отдавать предпочтение абхазам при прописке в городах, ввести обязательное преподавание абхазского языка во всех школах Абхазской автономной Советской Социалистической Республики, назначать на руководящие должности только абхазов, организовать переселение 200 тысяч потомков мухаджиров из Турции, перевести делопроизводство на абхазский язык и так далее. Абхазы требовали прямого вмешательства Центрального комитета Советского Союза. С этой целью 10 апреля была составлена делегация для прибытия в Москву. В состав делегации вошли доцент Сухумского педагогического института, кандидат филологических наук Тамара Шакрыл, молодой писатель Джума Ахуба, народный артист Грузинской Советской Социалистической Республики Азиз Агрба и другие. Обстановка еще больше накалилась, когда собравшиеся в Сухуми абхазы разожгли костер и сожгли им доступный весь тираж третьего тома сборника сочинений академика Николая Бердзинишвили. По поводу этих протестных выступлений уже 14 апреля 1967 года состоялось внеочередное заседание Бюро Центрального комитета Коммунистической партии Грузинской Советской Социалистической Республики, на которое были приглашены ведущие ученые, академик Георгий Церетели, академик Георгий Меликишвили, профессора Шата Месхия, Мамия Думбадзе, Ираклий Антелава, Николос Стурва, Мариам Лорд-Кипанидзе и другие. На бюро обсуждались следующие вопросы. Первое – о нездоровых проявлениях в Абхазии. Второе – о серьезной оплошности, допущенной при издании третьего тома избранных сочинений академика Бердзинишвили. Третье – о переименовании некоторых сел Абхазской автономной Советской Социалистической Республики. Доктор исторических наук, академик Мариам Лорд-Кипанидзе, вспоминает события 14 апреля 1967 года. Когда Николай Бердзинишвили написал о том, что Западная Грузия была населена еграми, сванами, абшилами и абхазами, тогда и сожгли его книгу по требованию абхазов. Тогда очень строго расправились. Книга уже была издана и сожгли ее. Кстати, госпожа Нино, жена господина Николая, смогла спрятать один экземпляр и сохранить его. Потом, когда создалось нормальное положение, племянник господина Николая, Дэви Бердзинишвили, довольно известный историк и замечательная личность, издал эту книгу с определенными комментариями и замечаниями. Господин Николай сам начал издавать свои труды. Тем временем он скончался. Бабелина Ламинадзе была редактором третьего тома. Вышел этот третий том, и что случилось? Мы все знали, что в общем, Абхазский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории имени Дмитрия Гулия не так уж очень по-грузински был настроен, тем более там была одна группа молодежь. И вот вышел третий том трудов господина Николая, редактором которого была Бабелина Ламинадзе. В нем 2 статьи об абхазах, где абхазы упомянуты так, как остальные грузины.
За этим последовало то, что в один прекрасный день перед зданием Абхазского областного комитета пришли и сели абхазы в попахах. Они разожгли огонь и сожгли весь этот том, что они достали и смогли. Они потребовали от власти сжечь этот том. За этим последовало довольно сложное положение, и в Центральном комитете вызвали директора Института истории Грузии Георгия Меликишвили, также замдиректора Николая Стуро, который отвечал за издательство. Наверное, его вызвали, чтобы требовать ответа от него. Коля Стуро зовет меня и говорит: «Марика, завтра я иду в Центральном комитете по вопросу Абхазии, пойдешь ли ты со мной?» Я сказала: «Я-то поеду с тобой, но запустят ли меня?» «Ничего, мы решим вопрос с пропуском», — сказал он. Видимо, кроме меня, он поговорил с Ираклием Антелава, Шотой Месхия, Мамией Думбадзе. А в первую очередь была вызвана Бабелина Ламинадзе, как редактор этого тома. Мы пришли в Центральном комитете, но нас не пускают, поскольку на наше имя не были выданы пропуска. Пропуска были выданы Бабелине Ламинадзе и Коле Стуро. Мы спросили Колю, как нам поступать. Он попросил нас подождать. В это время секретарем Центрального комитета по идеологии был Дэви Стуро, с которым Коля имел очень хорошие отношения. Дэви очень любил Колю. Поднялся Коля, и через некоторое время раздался звонок в бюро пропусков, были названы наши фамилии и нас пропустили. Нас завели в комнату Дэви Стуро, и мы сели. Дэви говорит Коле: «Коля, зачем ты этих людей ставишь в неловкое положение? Ты же прекрасно понимаешь, то, что уже принято и решено на бюро Центрального комитета, не будет изменено никем и ничем. И что главное, эти-то будут у меня в комнате, но никто не запустит этих на заседание бюро Центрального комитета. Там стоит человек, который держит в руках список и по списку вызывает всех». Коля сказал ему: «Ты нам так сделай, чтобы эти были занесены в тот список, остальное мы знаем сами». И действительно, сперва был какой-то другой вопрос, а потом встал этот вопрос. Там стоит кто-то и вызывает нас по фамилии, и мы заходим. Впереди идет Бабелина, за ней я, за мной эти мужчины. Я первый раз зашла на заседание бюро. Там длинный стол, во главе стола сидит первый секретарь, Василий Павлович Мжаванадзе, и он орет и кричит без передышки. Он рассерженный и кричит нам: «Вы, историки, привели республику в беспорядок, вы взволновали мне республику». Это было в то время, после того, как мы приняли какой-то флаг. И вот Мжаванадзе кричит и не останавливается. Мы так стоим, и подошел к нам кто-то. У стены по ряду были стулья, и у меня такое чувство. Вот к стенке нас. Вперед первым стал Коля Стуро, потом Ираклий Антелава, потом я, потом Шота Месхия, а Георгий Меликишвили был вызван, как директор Института истории Грузии, и был зашедший до нас. Разговаривает Мжаванадзе беспрерывно, не останавливается. Я уверена, что мы тут напрасно, зря находимся, мы не сможем слова сказать. Но Коля все-таки имел опыт партийной работы, и где-то, когда Мжаванадзе остановился, видимо, для передышки, он вцепился. Он встал сразу и, держа в руке свой партийный мандат, говорит: «Я, как член коммунистической партии, с моим мандатом в руке, со всей ответственностью заявляю, что в этой книге нет ничего антикоммунистического, антиленинского, антигосударственного». Коля сел, после него стал Ираклий Антелава. То же самое сказал Ираклий. Вот я сижу, и с этой стороны сидит Ираклий Антелава, с той стороны Шота Месхия. У меня дрожат коленки, потому что я боюсь. Мы все боимся. Чтобы это не было видно, я держу кулаки на коленке, дабы они не тряслись. Я подумала, давай я посмотрю на Ираклия, чтобы хоть немного прийти в себя. Я посмотрела на Ираклия, и он тоже, как я, держит кулаки на коленке. Тогда я посмотрела на Шота. Он весь белый, в полном смысле этого слова.
Я не смогла получить никакую поддержку от этих мужчин. Как только сел Ираклий, встала я. Я тоже обосновала, что в этой книге нет ничего такого, что и раньше не было написано об Абхазии. В этой книге ничего антикоммунистического, антипартийного нету. Главное было это, книга не должна была быть антикоммунистической и антиленинской. Затем зашел Георгий Церетели. Он в это время был вице-президентом Академии наук Грузинской Советской Социалистической Республики. Он занес кое-какие книги, положил их на стол и произнес замечательную речь. Кстати, я очень хотела найти запись этой речи. Я попросила и его дочь тоже, чтобы как-то найти запись, но мы ее не нашли. Он произнес замечательную речь о том, что в книге была написана правда, что сказанное и написанное Николаем Бердзинишвили обосновано таким образом и соответствует действительности по этим аргументам и по этим источникам. И случилось то, чего вообще не бывает в истории Бюро Центрального комитета, как нам потом сказали это. Было вынесено постановление изъять книгу из обращения, объявить выговор Георгию Меликишвили за то, что институт пропустил такую книгу, объявить выговор Николаю Стуруа за то, что он был ответственным за издательство, объявить выговор Бабелину Ламинадзе. Это было постановление предбюро, оказывается, так назывался этот документ. И они поменяли это постановление. Они убрали пункт об изъятии книг из обращения. Тогда этим историкам не объявили выговоры, а дали им какие-то указания. Так что мы тогда выиграли очень большой бой. Я всегда говорю, что мы тоже выиграли, но решающую роль выполнил Георгий Церетели. Вследствие этого книгу не сожгли, а там абхазы сидели на площади и требовали сжечь книгу. На заседании бюро грузинским ученым удалось защитить книгу академика Николая Бердзинишвили, и, несмотря на категорическое требование абхазов, она избежала запрета. На этом же заседании был утвержден указ Президиума Верховного Совета Грузинской Советской Социалистической Республики о переименовании некоторых сел Абхазской автономной Советской Социалистической Республики. Спустя 11 лет после выступления 1967 года в Абхазии вновь вспыхнули волнения. На этот раз абхазы выдвинули ряд требований, которые до этого не озвучивались. За событиями 1978 года последовали существенные изменения в образовательной, культурной, экономической и других сферах, а также в кадровой политике Абхазии. Россия захотела вообще убрать с карты мира название Грузия и убрать название Абхазия тоже. Грузия была разделена на два региона – Кутаисская губерния и Тифлисская губерния. Вот так было. Абхазия в качестве Сухумского округа входила в Кутаисскую губернию. В 1918 году, когда установилась Грузинская Демократическая Республика, Абхазия вошла в ней в качестве автономной республики. То есть, Грузинская Демократическая Республика взамен Сухумского округа вновь оживила название Абхазию, как объекта, и завела ее в своем составе. Потом случилось событие 25 февраля 1921 года, и встал вопрос Абхазии. Знаете вы, что происходит? Абхазские большевики, особенно Нестор Аполлонович Лакоба, Ефрем Алексеевич Эшба, категорически требуют, чтобы Абхазия стала независимым государством.
Это начало марта 1921 года, если я не ошибаюсь, 4 марта, и в Батуми проводится совещание, на котором присутствуют и грузинские большевики Орджоникидзе, Арахилашвили, Сергей Ковторадзе. Там они приняли постановление о том, чтобы Абхазия стала независимым государством. Нестор Лакоба опубликовал свои воспоминания, где он пишет: «Мы удивились, что грузинские представители Орджоникидзе, Арахилашвили и другие поддержали нас. Знаете, почему они их поддержали? Правда, что социалистическая революция уже совершилась, Грузия уже стала социалистической, и скажем так, что она находится в России, но здесь все равно идет напряженная борьба против российской власти, и грузинские большевики нуждаются в поддержке абхазских большевиков». Во время выступления по этому вопросу Ефрем Алексеевич Эшба сказал: «Мы очень хорошо знаем, что такое маленькое, независимое государство в мире не существует, но это нужно нам для освобождения от того национализма, который вложили в это государство грузинские меньшевики, Грузинская Демократическая Республика. Нам для этого и нужна эта независимость. Поэтому мы просим вас, чтобы вы дали нам независимость. Мы просим вас, чтобы мы получили независимость, как вывеску». А эти наши грузинские большевики сказали им: «Если вам это нужно для настоящего советского духа, настоящего большевистского духа, то для этого получаете независимость не как вывеску, а как вы сами этого пожелаете». На одном из заседаний было принято постановление о создании абхазского государства с ассоциированными отношениями с Грузией, фактически в составе Грузии. Потом уже было постановлено, чтобы Абхазия стала автономной республикой, входящей в состав Грузии. Это случилось в 1931 году, и обвинили Сталина в этом. Сталина обвинили в том, что будто он как Абхазию, а также Южную Осетию, подарил Грузии. Кстати, тогда при Сталине была создана Южная Осетия и все это. Мы очень хорошо знаем, что подарил Сталин Грузии. Ничего не было записано о существовании Абхазской независимой республики ни в Конституции Грузии, ни в Конституции Советского Союза. Петр Карлович Услар, очень известный ученый. Российские власти дали ему категорическое поручение. Из России его прислали сюда для изучения существующей здесь общей ситуации. Один из вопросов было то, что он должен был создать алфавит для абсуйцев. Он для абхазов, абсуйцев составил алфавит на основе русской графики, который не был приспособлен, потому что, как вам известно, многие фонимы и графемы не совпадают друг с другом. Затем известный педагог Константин Давидович Мачевариани вместе со своим учеником, в дальнейшем основоположником и классиком абхазской литературы Дмитрием Гулиа, составил абхазский алфавит, алфавит абсуйцев на основе грузинской графики. Но если я не ошибаюсь, в 1934 году был издан приказ в масштабе всего Советского Союза о создании во всех республиках алфавитов на основе русской графики. Потом случилось то, что тот же самый Дмитрий Гулиа составил абхазский алфавит снова на основе грузинской графики с помощью грузинских ученых Акакия Шанидзе и Симона Джанаша. Но сказали: нет, мы не хотим этого. Когда Иван Джавахишвили основал Тбилисский университет, и университет начал свою деятельность, он пригласил сюда Дмитрия Гулиа с целью преподавания абхазского языка на отделение Кавказоведения. Затем, некоторое время абхазский язык преподавал и Симон Джанаша тоже. Так что, абхазский язык и история абхазов были представлены в Тбилисском университете на очень высоком уровне.